На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Коротко о главном. Вопросов больше, чем ответов. В Народном собрании прошло расширенное заседание Комитета по государственно-правовой политике по вопросам лишения гражданства России, депортации и признанию иноагентом. Квота для Абхазии увеличена втрое. 101 абхазский школьник 12 марта отправился в Международный детский центр «Артек». В столичной администрации принимали российских гостей. В Сухум с рабочим визитом прибыла делегация из Тамбовской области. Комитет Народного собрания по государственно-правовой политике провел расширенное заседание по вопросу лишения гражданства России двух граждан Абхазии, депортации и признанию иностранным агентом в России абхазского журналиста. На комитетское слушание были приглашены представители исполнительной власти, но не пришли. Участники заседания попытались найти способы разрешить ситуацию. Однако вопросов нашлось больше, чем ответов. Подробности у Марианны Котовой. Что должно делать абхазское государство? На что может повлиять и на что со стороны государства могут рассчитывать граждане Абхазии, которых лишают второго российского гражданства, признают на территории России иностранным агентом или запрещают въезд в РФ. На эти вопросы надеялись найти ответы депутаты, общественные деятели, журналисты. Но представители исполнительной власти, в частности министр юстиции и иностранных дел, которые были приглашены на это комитетское заседание, не пришли. Поэтому вопросов осталось больше, чем ответов. Чтобы сделать это общенародным таким обсуждением, и конкретные ответственные люди, которые должны защищать права своих граждан, МИД на внешнем контуре должен защищать права своих граждан, СГБ на внутреннем и так далее, президент и так далее. И поэтому мы... Если в дальнейшем мы-то сегодня свою точку зрения выскажем, до них может дойдет, а может нет, просто играть в молчанку, мы задаем вопросы, а представители исполнительной власти будут молчать и не реагировать. Ну, вы знаете, как у нас других инструментов, кроме парламента, нету. Журналист Инал Хаши, которого объявили иностранным агентом в России, рассказал, что на новости о его новом статусе немедленно откликнулись в России и предложили бесплатную юридическую помощь. А в Абхазии никто из государственных деятелей, политиков даже не обозначил свою позицию по этой проблеме. Речь идет о состоятельности, по большому счету, нашего государства. Да? То есть, с точки зрения абхазского государства, все люди, которые подпали под эти санкции, нет никаких претензий у абхазского государства. Люди там, кто-то в парламент, кто герой Абхазии, да, там дирижер, там я журналист, тоже какой-то, может быть, вклад небольшой сделал в это государство, в развитие. Но, то есть претензий нет. Но при этом хотелось бы, да, там это дело России, можно говорить, что это дело России. Но хотелось бы, наверное, чтобы это государство, вот эти институты огромные, которые мы ходим на выборы, для чего ходим, тоже как бы, чтобы было понятно, что это государство для ее граждан, для того, чтобы они защищали. Да, там заявить, ты не можешь там прийти на место российского Минюста там, или на место российского суда вынести какое-то решение, там, снять или отменить что-то, да. Но ты можешь заявить о своей позиции. Мы этой позиции абсолютно не слышим. У меня там 5 дней прошло. У Кана и у Ливана уже 2-3 месяца эта история тянется. Но мы хотим, чтобы государственные институты, министерства, там все эти службы членораздельно сказали, что эти люди добропорядочные граждане, что мы к ним претензий не имеем, что вот эти причины, по которым там все это, как бы их лишили гражданства, и которые имеют там абхазскую базу, они у нас как бы не квалифицируются как какое-то преступление или что-то. Ну, что-то сказать. Ну почему эта власть молчит? Любая власть, я не говорю, там, без разницы, кого бы избрали. Кстати говоря, и политические партии тоже молчат, я не знаю почему. Да? То есть, я вообще говорю об абхазской состоятельности. Какое мы государство строим? Минюст пришел бы, спросил бы, ты наш гражданин, мы хотим тебе помочь там, да, с какой-то юридической поддержкой. Да? То есть... Там какие-то права, омбудсмен у нас институт есть, тоже омбудсмен мог бы что-то заявить. То есть у нас, вот мы создали кучу институтов,
А внутреннего содержания нет. Есть там автомобили, есть бензин, выделяемый аппарат, там, я не знаю, на командировки. Зачем вот это все? Объясните мне. Для чего это делается, если не для граждан? Вот у меня единственная вот эта проблема. Да. С этим иноагентством я как-то проживу. Наверное, как бы определили, и мне даже иногда приятно, да, на родине как бы почетной грамоты не получил, но там как-то определили, что, в общем-то, мой голос где-то слышат. Спасибо. По словам общественного деятеля, Шсоука Калия вызывает вопросы и то, что оценкой деятельности граждан Абхазии внутри республики и степени опасности для государства этой деятельности занимаются органы другой страны, а не абхазские правоохранительные службы. Наша МВД, прокуратура, СГБ, значит, не оценивает ситуацию верно. Так получается? Мне трудно об этом судить. Ну так получается, понимаете? То есть правоохранительные органы Абхазии по этому факту решения не принимают, а Российская Федерация принимает. Ну как это? Как это называется? Тоже, наверное, какая-то реакция должна быть. Когда будете говорить с исполнительной властью, то это тоже я рекомендую обратить внимание. Понимаете, это тоже нездоровые какие-то признаки, понимаете? По словам Ливана Мика, важно услышать позицию исполнительной власти по лишению гражданства России, депортации и обвинению в иноагентской деятельности граждан Абхазии, так как события, из-за которых все это произошло, привели к тому, что в самой России пересмотрели межгосударственное соглашение, причину политической и социальной напряженности в стране, тогда как власти Абхазии это никак не комментируют. Устами очень высокопоставленных чиновников Сергеем Кириенко и Александром Новаком, да, они сказали о том, что соглашение не учитывало интересы абхазского бизнеса, абхазской власти, то есть абхазских граждан. Это было подчеркнуто, что следующее соглашение должно учитывать интересы абхазского народа и абхазского населения. Это очень четко было сказано. То есть российская сторона, если мы говорим о двухсторонних взаимоотношениях, она признала, что соглашение, по поводу которого состоялся митинг и последующие события отставки президента и премьер-министра, что это соглашение не отвечало интересам абхазского народа и абхазских граждан. Поэтому говорить о том, что мы можем обратиться в российский суд, а с чем? Если абхазская власть, которая допустила эту ошибку, она же допустила эту ошибку, когда согласилась с принятием этого инвестиционного соглашения. Она допустила эту ошибку. Теперь вместо того, чтобы исправить эту ошибку, нас лишают гражданства и остальных там, факторы происходят депортации. Это, кстати, Кучба – это один из активных участников этого процесса, который с точки зрения молодежи выступал против этого соглашения. И поэтому вот этот нюанс взаимоотношений, мы почему считаем, что это очень важно, позиция абхазской стороны как государства, что она признает то, что эти события не были беспочвенны, что это соглашение не учитывало, уже российская сторона это признала, не учитывала интересы абхазского народа, абхазских граждан, и поэтому последующие события, обвинения в том, что мы, так скажем, создаем, дестабилизируем ситуацию в Республике Абхазия, они беспочвенны. Общественный деятель Ахрабжани уверен, что запущенный процесс скоро может коснуться множества категорий граждан, так как, по его мнению, стоит цель зачистить общественно-политическое поле в республике и заменить на лояльное всем непопулярным решениям, которые будут приниматься далее. Мы склонны рассматривать вот это перечисленное как не отдельно взятые случаи, как тенденцию, как звенья одной цепи. И как вот эта верхняя точка этой тенденции, мы считаем просто беспрецедентную поддержку на этих выборах, которая была оказана одним из кандидатов иностранным государством. Все это вместе
эта поддержка, то давление, которое оказывается на наших граждан, на мой взгляд, делается для того, чтобы расчистить здесь общественное политическое пространство, возможно, реформировать, изменить нормативную базу, заодно убрать из поля вот этих общественных активистов, но, естественно, свободную прессу. Мы стоим перед таким очень неприятным фактом о том, что наша страна может попасть под внешнее управление. И это, я понимаю, что это неприятно слышать, а может и непривычно слышать, я не знаю. Но если вы возьмете, сопоставите факты и просадите причинно-следственную связь, вы поймете, что то, что я говорю, не очень далеко от реальности. Той реальности, в которой мы с вами должны будем что-то делать. А депутат Канкварчи предполагает, что продолжением всех этих событий может быть и приостановка репатриации. Он усматривает связь между депортацией, запретом въезда граждан Абхазии из Турции и волокиту вступлением в действие закона, касающегося самурзаканских абхазов. Это следственная связь такая, это череда вещей, которая произошла. Понимаешь, это не просто рядовой случай. Ты посмотри каждого отдельно взятый случай. Это люди, которые борются за независимость, за укрепление суверенитета Абхазии, извини меня. Это что, рядовой случай? Мы с Ливаном что-то пришли в Абхазии, спрятались и там наговариваем на Россию или на руководителей России, что ли? Или как-то неправильно себя ведем, что ли? Нет. Я больше вам другое хочу сказать. Здесь я вообще другое вижу. Вот вспомните выборы наши, 28 число. И пусть никто не обижается, потом там рога и копыта настаивает на все мои высказывания. Все другие нации в автобусами завозили в Абхазию. Что сделали с нашими репатриантами? Это что такое? Почему до сих пор выбранный президент не прокомментировал это? Я не говорю о том, что там не дали открыть. Им не дали заехать. Слушайте, все это время худо, бедно, там могут где-то правильно потратили деньги, может где-то неправильно, но сама суть была. А репатриация, возвращение наших граждан, наших абхазов к себе на родину. Очень хороший закон, вы помните, вы тоже участвовали, Дауд Витальевич, по самурзаканским абхазам. Мы приняли закон? Приняли. Сколько? Больше года исполнительная власть до сих пор не сделала подзаконный акт, как должен этот закон работать. То есть этот закон не работает по самурзаканским абхазам. Сейчас нам предлагают вообще забыть наших абхазов, репатриантов. Это я так вижу. Инал Хашик призвал парламент взять на контроль расследования по анонимным телеграм-каналам, которые занимаются сливом информации на граждан Абхазии, навешиванием ярлыков и разжиганием розни в обществе. Мы уже как-то привыкли, что у нас 2-3 года здесь нас сопровождают различного рода анонимные каналы с абхазскими названиями, да, там они даже у меня такое ощущение было, что во время выборов они были частью одного шоу. Такой попытки расследовать, откуда все это идет. Там много, кстати говоря, документов сливали, которым я, журналист, доступа не имею. То есть... Мы не знаем, были попытки или не были. Не, но я бы хотел все-таки, что парламент какую-то комиссию создал бы и расследовал бы вот эту ситуацию. Хорошо, телеграм-каналов вы не найдете, но людей, которые там списки передавали. Вот сейчас у меня разбирательство будет в суде, я разговаривал с адвокатами, они говорят, ну там можно найти, говорит, документы, то есть вот то, что там они в сопроводиловке сделали, это должна быть сопроводиловка какой-то документации. Кто-то, видимо, какие-то бумаги на мое имя писал, наверное, отсюда тоже писали. Там это все всплывет.
И для меня это очень хорошо, если отсюда всплывет, и я увижу эти корни. Но я бы не хотел бы, чтобы вы потом закапывали эти корни как можете. Я хотел бы, чтобы абхазское государство в конце концов раз и навсегда начало разбирать. Наши внутренние проблемы – это наши внутренние проблемы. И мы сами должны их разбирать, а не отдавать кому-то на откуп. Депутаты парламента не стали озвучивать свою позицию по данному вопросу. Общее решение еще будет вырабатываться. И к чему придут парламентарии, неизвестно. Но глава комитета по государственно-правовой политике парламента Дауд Хутаба предостерег общественных деятелей от завышенных ожиданий. Вы предлагаете какие-то очень жесткие формы реагирования. Стоит ли это делать, это другой вопрос. В любом случае в Народном собрании обсудят, я думаю, все возможные формы реагирования, да, и какое-то решение мы будем принимать, какое-то участие в любом случае в тех проблемах, с которыми столкнулись наши граждане, мы принимать будем. Я просто не хотел бы, чтобы были какие-то завышенные ожидания. Дауд Хутаба рассказал, что намерен организовать встречу общественников с исполнительной властью. Возможно, это будет только встреча депутатов с министрами. Но так или иначе, история продолжится. И без внимания ситуация, при которой граждане Абхазии за внутриполитическую деятельность наказываются со стороны соседнего государства, без анализа и оценки не останется. Марьяна Котова, Валерий Кликвискири, Тимур Гугохи, Абаза ТВ. Видеоверсию расширенного заседания Комитета Народного собрания по государственно-правовой политике смотрите в нашем эфире в четверг, 13 марта. 12 марта в парламенте республики под председательством Резу Зантария состоялось заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Члены комитета рассмотрели проект постановления о включении имущественного комплекса 12-квартирного двухэтажного разрушенного здания в Гудаутском районе озера Рица в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждение условий его приватизации. Было принято решение рекомендовать парламенту утвердить проект данного постановления на ближайшем заседании сессии. В четверг, 13 марта, состоится очередное заседание сессии Народного собрания, в ходе которого депутаты рассмотрят доклады о деятельности уполномоченного по правам человека в республике за 2024 год, проект закона о республиканском бюджете на 2025 год, постановление Кабинета министров о включении объектов недвижимого имущества бывшей совместной абхазо-германской государственной автотранспортной компании в городе Сухум в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждение условий его приватизации, постановление правительства об установлении перечня объектов республиканской собственности, подлежащих приватизации, условий их приватизации и ряд других вопросов. Вопросы обеспечения международной и национальной безопасности, укрепления сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам обсудили на встрече первый замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев и секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лоло. Вопросы, связанные с пенсионным обеспечением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, обсудили на совещании исполняющего обязанности премьер-министра Абхазии Владимира Делба, СИО министра социального обеспечения и демографической политики республики Русланом Аджба и председателем Нацбанка Абхазии Бесланом Барателли. Аджба представил информацию о взаимодействии с российскими коллегами по вопросам пенсионного обеспечения в связи с изменениями подходов в организации доставки сумм пенсий. На сегодняшний день, по данным Банка Абхазии, около 15% пенсионеров самостоятельно оформили банковские карты в российских кредитных организациях для зачисления на них сумм российской пенсии. В Абхазии более 24 тысяч пенсионеров получают российскую пенсию, возраст более 4 тысяч из них выше 80 лет. Владимир Делба обратил внимание участников встречи на скорейшее решение всех организационных вопросов. На встрече было отмечено, что получатели российской пенсии, проживающие в республике, не останутся без пенсионных выплат. Исполняющий обязанности первого вице-премьера Джансух Нанба провел заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению праздничных и памятных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Госкомиссия создана распоряжением ИО президента Абхазии Бадры Гунба. В нее входят главы администраций городов и районов, представители министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Кабмина. Члены комиссии рассказали о планах по проведению памятных мероприятий к 9 мая. Все предложения представят на рассмотрение комиссии. На встрече
встрече также обсудили вопросы материального поощрения участников Великой Отечественной. В Абхазии проживают около 40 участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. 101 абхазский школьник отправился в Международный детский центр «Артек». В этом году квота для Абхазии увеличена втрое, и теперь на каждую смену в крупнейшие детские лагеря России смогут поехать лучшие ученики республики. Проводы прошли на площади Свободы в Сухуме, где собрались дети, их родители и представители Министерства просвещения. Как это было? В репортаже Заура Кварчи. Площадь Свободы в Сухуме с утра заполнена детьми, родителями и школьными автобусами. Сегодня 101 абхазский школьник отправляется в знаменитый Артек, один из самых престижных детских лагерей России. Для многих из них это поездка мечты. В этом году путевки в Артек получили лучшие ученики Абхазии. Победители Олимпиад, активисты и спортсмены. Одна из них – Владислава, ученица 11 класса из Тхуарчала. Настроение самое наилучшее, вообще суперское. Я наконец-то туда поеду, в этот Артек. Самые лучшие ожидания. Считаю, что там будут самые лучшие воспоминания, впечатления, которые на всю жизнь запомнятся. А вот Александр из Сухума решил заранее не узнавать подробности о лагере, чтобы впечатления были ярче. Ничего не читал специально, чтобы новое что-то познать, что-то увидеть. Настроение вообще отличное, потому что впервые буду участвовать в подобном мероприятии, ехать в такое подобное место, как Артек. Представления хорошие. Ожидания тоже, в принципе, хорошие. Надеюсь, хорошо время проведу там. В этом году квота для Абхазии была увеличена втрое, благодаря договоренности с Министерством просвещения России. Теперь сотни абхазских школьников смогут посещать не только Артек, но и другие лагеря, такие как Орленок и Смена. За прошлый год Артек посетила из Республики Абхазия более 100 детей, а сегодня мы уже единовременно отправляем такую большую команду, и в течение года наши дети будут ездить в эту замечательную страну детства, будут получать новые знания, завоевывать новых друзей, добиваться новых результатов и в спорте, и в различных предметных знаниях. Автобусы, которые доставят детей до границы по реке Псоу, были подарены Абхазии и России. Дальше школьники отправятся в Крым, где проведут несколько незабываемых недель. Для этих ребят Артек не просто лагерь, а настоящая награда за успехи. Впереди у них новые знакомства, соревнования и учеба в легендарной школе Артека. Заур Кварча, Торник Амичба, Абаза ТВ. Минпросвещение Абхазии и Росдетцентр заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали исполняющий обязанности министра Инал Габля и руководитель Росдетцентра Александр Кудряшов. Соглашение предусматривает установление партнерских отношений, развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества сторон, основные направления, реализация проекта в образовательной и воспитательной направленности, объединение усилий общественности для повышения образовательного и культурного уровня молодежи России и Абхазии. Заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля отметил, что сроки подачи заявок на участие в команде Абхазии продлены. Видео «Спутник Абхазии». Еще вчера вечером, собственно, планировали, завершили 2800 регистраций, это много. Это очень хороший показатель. Но с ночи начались звонки, письма. Сегодня утром созванивались и решили, что, слушайте, если так, если президент будет не против, давайте зададим вопрос, может быть, продлить этот конкурс. Вы сами слышали, был задан вопрос, Бадр Зурабович сказал, да, конечно, давайте продлевать еще на 10 дней. Срок сдвигается, и здесь прям, я уже говорил, что Бадру Зурабовичу очень благодарен за то, что он срок сдвинул. Достаточно длинная программа переподготовки кадров, то есть это 500 академических часов в сумме. Она разбита на модули очные, в рамках которых участники будут выезжать в Российскую Федерацию. Каждый модуль будет происходить в новых локациях. Если, например, будет большое количество, я сейчас условно, специалистов из области энергетики, значит, для них сделают стажировки соответствующей отрасли, чтобы им было понятно, чтобы у них появились наставники из области энергетики. Здрав в здравии, образование, наука в образовании и науке. Каждая программа – это лишь первый шаг профессионального роста, потому что теоретические знания надо подкреплять практикой. Бизнесменам
предпринимателям надо заходить в этот проект однозначно, потому что люди, которые обладают предпринимательской жилкой, это одни из самых лучших управленцев. Это не значит, что они должны прийти, победить, все бросить свой бизнес и уйти в чиновники. Нет. И Бадр Зурабович, и Тарач говорят о том, что очень важно, чтобы они пришли, вошли в команду Абхазии и на той позиции. Захотят они остаться бизнесменами, захотят они остаться управленцами в сфере собственного бизнеса. Прекрасно. Это человек, который будет разделять цели, убеждения по модернизации страны, по развитию страны и будет это делать на своем месте. 12 марта исполнилось ровно 40 дней, как на 65-м году ушел из жизни наш коллега, заслуженный журналист республики, кавалер ордена Ахзапша третьей степени Даурен Апшпа. В 2023 году на нашем канале вышел специальный цикл «Бойцы информационного фронта» о работе журналистов и редакций СМИ республики в период Отечественной войны народа Абхазии. В рамках проекта тогда было записано интервью с заслуженным журналистом республики Даурен Апшпа, легендарным военным корреспондентом абхазского телевидения. Сара Роберт и Сара Хцара Шакалазусов Хаприт Дутенпи Ахайрит Баваза Хамби вертолет Чешулагун Абри Афад Ажпрагун вертолет Амшина Балахцона Амшинала нас Ачквара и Гижван Творчалава. Ну, сас абри вертолет Амшина Чикарижер Хакун Амшин Сала Харф Мистахзамз Ани Адбакан Хакарижер. Ну, уже сас хапа эмоции хору Адбакан Хакарижер Вихас Исмазамз Творчал Пичкарда Хцет Чикардан Певуха Ануар Харгалы Тачкунша Айшта Зантария Аслан Камтиек Брадаган. Ну, чекалазка Харгалы Тамшки Шейдамз Исфартис Тахуртагло Зашиш Пахаз Творчал Ханни Абасип Чашка Арзон Чаш Хапат Словат Хариу Запушцов Зубря Аричабуан. بس الشخص جربوك أريجدهم تفرمت عن نصيبش يحبز يتاح زيرا روبرت لبي يكادر كوا أنوار خويتيخز تامشت بيا كادر كوا وياي بشرينا الله جزرب خبي أمزك رب مزي لأنا عدوني خطوة زبرتا كادر كوا بابس و أكرت كوا خان ركلز ماشينا كوا خير بلز جيز أبي روبرت لبي يوبي تزخز روبرت لبي يوبي تزخز أج كون شورا أنوار خوز كز دركرت كورشاب خيباز أحنشا أبها عملك رك أكتمزرك خاصي قام تزاكوا ورتكادر كوا يخجين سبسوتي لخبصتي خوب وتشي خوب يشتكن تورخ دنيا عن خير ارتقلوا زاش يسخص فاي ودين وبس يشغز كي رمك أريدهم أبرت خدوتن بيعيتها وده حقا أشبحه لرا مديح شاسوسلان أكحوا حزل الشيب أما خد يالخنا بس يقان ربك أريدهم يريعيرك از газу бяк. Нас дашазнги сам и дашаторух. Проект «Бойцы информационного фронта» из архива Абаза ТВ 2023 года с участием Даурен Апшпа смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Люди и даты. 12 марта 1940 года родился Анатолий Дмитриевич Хагба, абхазский музыкант, дирижер Государственного камерного оркестра Республики, заслуженный деятель искусства Абхазской ССР, народный артист Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Репертуар Анатолия Хагба охватывает различные стилистические пласты. Классические, современные, сочинения Моцарта, Бетховена, Верди, Брамса, Чайковского, Шостаковича. Он первый исполнитель симфонических произведений абхазских композиторов. Ни один оркестр сегодня, тем более на периферии, нельзя сформировать без приглашения хотя бы костяка хороших специалистов, которые в наших условиях будут и играть в оркестре, и обучать подрастающее поколение
инструментальной музыки. В нашем вечернем эфире смотрите проект «Автограф» из архива Абаза ТВ с участием Анатолия Хакба. Ваша внимательность и вовлеченность могут существенно снизить риски для ваших детей в цифровом мире. Давайте вместе работать над тем, чтобы обеспечить их безопасность и благополучие. Об этом говорится в обращении аппарата уполномоченного по правам ребенка к родителям по вопросу безопасности детей в интернете и социальных сетях. В нем также отмечается: мы получили информацию о новой схеме мошенничества, направленной на несовершеннолетних, и хотели бы предупредить вас о возможных рисках. По имеющимся данным, преступники массово скупают аккаунты детей и подростков под различными предлогами. После получения доступа к профилю злоумышленники начинают обманывать друзей и родственников владельца страницы с целью вымогательства денег или распространения запрещенной информации. Кроме того, такие схемы могут использоваться для вовлечения подростков в противоправную деятельность, включая диверсии и террористические акты. Чтобы сделать пребывание детей в социальных сетях более безопасным, аппарат уполномоченного рекомендует соблюдать ряд мер предосторожности и быть ближе к детям, чаще и открыто общаться на эти темы. Жительницу Абхазии могут приговорить к 6 годам тюрьмы за аферу с мат-капиталом в Белореченском районе Краснодарского края. Как сообщает «Спутник», 38-летняя женщина вместе с сообщницей из Сочи обратилась к белореченцу, пообещав ему за содействие 100 тысяч рублей. Он подобрал им дома в 2 поселках и помог оформить на их покупку займы в местном кредитном кооперативе. Обвиняемые предоставили в пенсионный фонд недостоверные сведения и получили более 900 тысяч рублей на погашение основного долга и уплату процентов. Жилье они не купили, потратив деньги по своему усмотрению. Сообщение правоохранителей: МВД республики передало 6 легковых автомобилей и 1 внедорожник в пользование столичному управлению внутренних дел. Автомобили предоставлены в рамках соглашения между Министерствами внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации. В республиканской больнице началось строительство помещения для установки ангиографа. Строительством помещения для медицинского оборудования занимается управление капитального строительства. Для ангиографа выделена зона во дворе больницы. Новое помещение будет соединено с основным корпусом медучреждения специальным коридором, сообщает пресс-служба Минздрава. В Сухум с рабочим визитом прибыла делегация из Тамбовской области. В столичной администрации принимали российских гостей. Смотрите репортаж пресс-службы мэрии. В Сухум с рабочим визитом прибыла делегация из Тамбовской области. В столичной администрации принимали российских гостей. Тамбов и Сухум с 2012 года города-побратимы. Глава администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что уже много лет идет плодотворное сотрудничество в самых разных сферах. Мы рады вас видеть на абхазской земле, в столице нашей страны, городе Сухум. Готовы обсудить наше дальнейшее сотрудничество по самым разным направлениям. Это социальный блок, экономика, молодежная политика. Для того, чтобы наши города стали еще ближе, еще плодотворнее сотрудничали. У нас и так, в принципе, последние 2 года идет интенсивное взаимосотрудничество. К нам ездят гости, значит, в основном преподаватели и те, кто там помогают нам повышать уровень квалификации наших преподавателей. С городом Тамбовом очень теплые отношения, дружеские, партнерские отношения. Уже несколько лет мы работаем вместе, взаимодействуем по всем направлениям. Спасибо большое, огромное, что нашли время и с рабочим визитом приехали к нам. Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства Тамбовской области Валерий Карасев в свою очередь подчеркнул перспективность взаимодействия и в будущем. Администрация Тамбовской области с сухумскими коллегами подготовила план совместных мероприятий на 2025 год, включающий проведение научно-практической конференции, конкурсы детского творчества, фотовыставки, турниры по различным видам спорта. Естественно, поддерживается. Мы сейчас проект рассмотрим, обсудим, как вы уже сказали, Беслан Федорович, мероприятия, которые нам предстоит провести в этом году. Ну и, соответственно, с ответным словом могу сказать, что действительно правильно было подчеркнуто братья и сестры. В перспективе, я думаю, что мы только будем не просто плодотворно сотрудничать, а расширять все наши вопросы, планы и реализовывать. Но самое главное, что есть желание, что она была.
Потому что во время работы что-то находим новое, интересное, взаимно. Мы у вас учимся, вы у нас и развиваемся вместе на благо жителей наших регионов. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне также занимает важное место в утвержденном плане. В этом году, как вы знаете, у нас величайшее событие – это 80 лет Победы. У нас с вами намечены совместные мероприятия, также во знаменование такой серьезной великой даты. Заместитель министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Ольга Камнева подчеркнула, что Абхазия – постоянный торговый партнер Тамбовской области. Она обозначила и новые направления взаимодействия, в частности, в аграрной сфере. Прежде всего, продукция агропромышленного комплекса Тамбовской области. Но это, собственно, у нас поставляется в Республику Абхазия мясо, мясные продукты, сахар, изделия из сахара, изделия из муки, злаков, продукты переработки, кондитерская продукция. Было бы очень полезно видеть ваше предприятие на Покровской ярмарке в городе Тамбове. Но в сфере образования есть уже сложившаяся традиция по обмену опытом между педагогами. И в прошлом году делегация города Тамбова, школьных учителей города была у вас. Вот, передают вам привет, помнят эту встречу, она была очень плодотворная. Заместитель главы Леон Кварча отметил, что расширение торгового сотрудничества позволит расширить ряд позиций продукции субтропического хозяйства на прилавках Тамбова. Кроме того, есть обширное поле работы в туристической сфере. У нас есть уже наработки с нашими представителями туристического бизнеса по тем туристическим продуктам, которые могли бы быть интересны для жителей Тамбова и Тамбовской области. У нас есть ряд позиций товарной номенклатуры, которые по объективным причинам у вас произрастать и перерабатываться не может. Имеется в виду продукция субтропического хозяйства. На встрече отмечалось, что Тамбовская область уже много лет тесно сотрудничает с Сухумом в сфере образования и культуры. Руководители управления образования и культуры столичной администрации выразили благодарность российской стороне. Такой же плотный план работы обозначен и на 2025 год. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Спасатели сообщают, МЧС Абхазии за последние сутки ликвидировала возгорание сухостоя в Гагрском, Сухумском, Ачамчирском, Тпарчалском и Галском районах. Пожары носят локальный характер, но из-за теплой погоды возможно увеличение их количества и распространение на большие площади. Ведомство обратилось к жителям Абхазии с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности и не поджигать сухостой для очистки сельскохозяйственных угодий. Внимания, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ в четверг, 13 марта, с 0 до 15:00 будет прекращена подача воды в районах города Сухум. Новый район, улица Эшба, въезд в город. Сейчас о погоде. В четверг, 13 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 16 до 21 градуса. Температура морской воды 9 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 50 до 70%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ.